да ко мне, вишке кума кума дера, да ко мне, так от лансарского мнения, так от лансарского мнения, точь мочь кума дера, ского мнения, вишке кума кума дера. Здравствуйте, дорогие друзья! Привет, Куйгарыш! Как твое настроение? Шумрат, Адыялгат, Шумрат, Кристина. Настроение отличное, ведь повсюду тает снег. Дни становятся длиннее, вот-вот потекут первые ручейки, и солнце станет светить намного теплее и ярче. Все потому, что к нам пришла весна. На самом деле в воздухе чувствуется чарующий запах весны. Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовил для вас, и угадайте, какому празднику будет посвящен наш урок. Птичий день, птичий день. На планете птичий день – это главный птичий праздник. Сообщаем это всем. Правильно, ребята! Наше сегодняшнее занятие будет посвящено всеми любимому празднику – Международному дню птиц. По-макшански Сембе-мастеры Нармунинши, который отмечается ежегодно 1 апреля. И не случайно во всем мире был организован праздник в честь птиц, ведь они украшают землю. И веселая, звонкая песня и яркая окраска оживляют природу, вселяют в нас бодрость и радость. Польза птиц в природе огромна, они дороги нам, как незаменимые помощники человека в борьбе за урожай и верные союзники в истреблении вредителей сельхозугодий и лесного хозяйства. Ты прав, Куйгарыш. Птицы – верные наши помощники, защитники лесов, полей, садов и огородов. Птица по-макшански – нармони, птицы – нармоть. Учеными на сегодняшний день насчитывается около 11 тысяч видов ныне живущих птиц. Их можно разделить на две большие группы, то есть домашние, приносящие пользу хозяйству, и лесные, отличающиеся своей красотой и звучным пением. Назовем их по-макшански. Кудель нармыть – домашние птицы, вирин нармыть – лесные птицы. Ребята, вспомним с вами вместе, как называются домашние птицы по-макшански. Яктярга – утка, сараз – курица, атякш – петух, мати – гусь. Некоторые виды птиц полагаются исключительно на леса в качестве среды обитания. Назовем лесных птиц по-макшански. Куку, кукушка, сивази, глухарь, вирин мишки кирхкс, лесная заверушка, кедрань пяштювкс, кедровка, шакшата, дятел, яхсерсенем нармань, обыкновенный зимородок. Примерно половина пернатых, населяющих нашу планету, красиво поют. Подавляющая часть певчих птиц живет в лесах, а остальные могут встретиться и в городе, и в деревне. Певчая птица по-макшански – морай нармони. Прекрасное и завораживающее пение птиц поднимает настроение в любой ситуации, не правда ли? Давайте же назовем по-макшански певчих птиц. Тёвкс – соловей. Пакшанчигуня – полевой жаворонок. Туртадз – дрозд. Тундас – пеночка-весничка. Тюжапрянармунь – желтоголовый королек. Пилекш – свиристель. Ребята, а знаете ли вы, что с птицами связаны многие народные приметы? С давних времен люди поняли, что поведение птиц может предсказывать многие изменения в природе и даже грядущие события в своей жизни. Рассмотрим с вами вместе народные приметы на макшанском языке. Переведем их на русский язык и постараемся запомнить. Мьярда кукусь кукай, шись в лимане. Кукушка кукует, день будет солнечным. Позигатать не ли есть алга, пиземти. Ласточки летают по низу к дождю. Пэсьмарх не састь, курек сай тунда лямбась. Скворцы прилетели, скоро наступит весеннее тепло. Сарасны кяших прясно патяснен алу, як шафты. Куры прячут головы под крылья, похолодает. Ребята, как быстро пролетело время! К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Мы надеемся, что вам понравился и вы снова посетите наши уроки макшанского языка.
В завершении нашего урока мы хотели бы поздравить вас с Международным днем птиц и попросить вас бережно относиться к нашим пернатым братьям. Ванфтыс нармытнин, кельгама ялгат. Берегите птиц, дорогие друзья. Вася Демазенко. Няя мазанг. Кума-кума-дерем бисенза, точь мочка-ма-дерем бисенза, вишке кума-кума-дерем бисенза.